эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В пражской студии я, Динара Аргин. Сегодня в выпуске. В Таджикистане массовое отравление школьников. В 2 кишлаках в течение нескольких дней дети теряли сознание и память. Некоторые из них были госпитализированы в тяжелом состоянии. Отравления начались после обработки школы местности химикатами против мух, которых в этом районе нет. В первый день отравления мы не могли дышать, ноги и руки онемели. Нас отвезли в больницу и поставили капельницу. Кыргызские заемщики провели митинг у посольства США в Бишкеке. Они требуют списать им кредиты и обвиняют банки, которые финансируются американским правительством, в обмане нескольких тысяч кыргызстанцев. Выдавали кредиты пенсионерам, выдавали инвалидам, заранее зная, что они не способны возвратить. В Стамбуле акции протеста против признания Бундестагом геноцида армян. 400 человек вышли к зданию консульства Германии в костюмах османских воинов. Полиция перекрывает дороги и готовит водометы для разгона демонстрантов. Если посмотреть, что творил Гитлер в Германии, то мы ничего подобного и близко не совершали. Крупнейший мировой музей Лувр закрыт. Из-за многодневных ливневых дождей сотрудники опасаются за сохранность экспонатов и переносят их в безопасные места. Тем временем во Франции объявлен оранжевый уровень опасности. Но нам в Париже еще повезло по сравнению с другими регионами. Например, в департаменте Сена и Марна проблемы гораздо серьезнее. Жители российского Красноярска хоронят своих умерших питомцев по всему городу. Кладбища домашних животных появляются в городских парках, аллеях и во дворах жилых домов. Санэпидемиологи опасаются за экологическую обстановку. Может вызвать действительно катастрофу. Животные, они могут быть носителями очень опасных для людей заболеваний. 12 учеников из таджикского села Ходжагалтон отравились ядохимикатами, которыми обрабатывали школу и прилегающую к ней территорию. Как сообщает таджикская служба радио «Свобода» ОЗОДИ, это второй случай за несколько дней. Первый раз пострадали 40 детей. Пострадавшие школьники были доставлены в больницы, некоторые в тяжелом состоянии. По словам жителей Кишлака, вторичное отравление произошло 1 июня. У пострадавших детей, а это в основном ученики начальных классов, были взяты анализы крови, но до сих пор точная причина их отравления не установлена. Отравление произошло после того, как сотрудники СЭС обработали местность химикатами против мух, которых, как утверждают сельчане, в их районе нет, поскольку эти насекомые предпочитают более прохладный климат. Возможно, дети отравились другим видом химикатов. Вот как они описывают свое состояние. В первый день отравления мы не могли дышать, ноги и руки онемели. Нас отвезли в больницу и поставили капельницу, после чего отпустили. И сегодня опять во время занятий мы почувствовали себя плохо. И снова мы здесь, в больнице. Это случилось 26 мая, никто нас не поддерживает. Я 3 раза детей возил в больницу, им там дают димедрол и успокоительное и отправляют домой. Уже как неделю все это продолжается, и никого это не интересует. Уже 4 раза своих 2 детей возил в больницу в плохом состоянии. Врачи делают 1 укол и отпускают. Я думаю, что это халатность врачей. Радио УЗУДИ также сообщает, что в конце мая в другом кишлаке Суфийон города Вагдата были госпитализированы 2 учеников, в крови которых было обнаружено фосфорное соединение, похожее на средство против насекомых. Еще 11 детей жаловались на недомогание. По словам учителей школы, дети теряли сознание после того, как понюхали розы во дворе. Точную причину отравления таджикских школьников будет устанавливать специальная комиссия. Автора видео, который снял задержание 2 таджикских женщин в хиджабах, приговорили к 1 году лишения свободы. Суд признал Окила Шарифова виновным по статье «Разжигание национальной, расовой или религиозной вражды». На видео, которое было снято на мобильный телефон, видно, как сотрудник милиции ведет 2 женщин в хиджабах и сажает их в микроавтобус. Молодая женщина, сидевшая в салоне этой машины, сказала, что задержанных отвезут в участок именно из-за ношения хиджабов. Видео было снято на рынке города Исфара. Адвокат Окила Шарифова считает, что лишение свободы – это слишком суровое наказание и будет обжаловать приговор. Традиционно таджички носили платки, повязанные поверх головы. Но в последние годы они стали покрывать голову хиджабами. Власти республики считают, что это явление связано с радикализацией общества и всячески пытаются этому противостоять. Но эксперты полагают, что главная причина заключается в том, что женщины в хиджабе – это просто модный тренд. Почему ему следуют таджикские женщины, выяснял наш корреспондент Анушервон Арипов.
С каждым годом в Таджикистане растет количество женщин, которые добровольно или под принуждением мужей носят на голове традиционный исламский платок, сатр и хиджаб, говорят независимые эксперты. Причем предпочтение отдается не национальной таджикской одежде, а ее арабскому аналогу. Я не знаю, носит ли платок сатр, таджичка, русская или татарка. Я знаю, что мусульманка его носит и ходит закрывшись. На рынках продают сатры, мы их покупаем. Не будут продавать, мы не станем покупать. В Коране говорится, что женщина должна закрываться платком ради ислама, ради Корана, ради Аллаха. Это никому не мешает. Я боюсь об этом говорить. Это опасное дело. Прошу, не надо спрашивать. Эксперты называют несколько причин, по которым женщины надевают хиджабы. И радикализация общества здесь не на первом месте, хотя и является значительным фактором. Таджикские национальные платки, которые завязывают немного не так, как сатр, тоже соответствуют нормам ислама. Но ходить в арабском варианте этой одежды просто модно. Я думаю, что более половины людей, которые носят хиджаб, это не из религиозных убеждений, это просто такая мода. Я знаю людей, которые вообще об исламе ничего не знают. Просто когда они хиджаб надевают, они действительно такими шикарными становятся. Отсюда они более привлекательными становятся. Эксперты считают, что такое положение вещей настораживает власти Таджикистана. Чужая мода несет чужие ценности, и с этим нужно бороться. Особенно, когда дело касается религии. В прошлом году МВД по Хатлонской области отчиталось о закрытии более чем 160 магазинов, специализирующихся на продаже религиозной одежды. А на днях глава комитета по делам женщин заявила о необходимости усиления контроля над модой. Задача не стоит в том, чтобы все снимать с людей, с женщин хиджаб. Просто они не хотят, чтобы это политизировалось, чтобы люди хиджаб не носили как свою идею, идею, которую хотят они видеть, видят государственный строй, именно исламский, например, исламское государство. Люди просто носили это как социально, к хиджабу относились как к социальному явлению. Об эффективности этих мер специалисты судить не берутся. Насильно заставить женщин снимать исламскую одежду никто не имеет права. И носить сатр и хиджаб или нет – личное дело каждой. Анушервон Арипов, Насим Исамов. Настоящее время. Таджикистан. Проблемные заемщики Кыргызстана снова вышли на очередной митинг. Они требуют списать взятые ими у банков кредиты. На этот раз должники собрались у посольства США в Бишкеке, поскольку некоторые банки финансируются именно американскими неправительственными организациями. Шавкат Тургаев выяснял, возможно ли простить долги. Экономист Кубан Чуроев, он же лидер самопровозглашенного народного движения по защите прав заемщиков, давно обещает должникам решить их проблемы простым путем. Он и заемщики нередко оккупируют государственные финансовые учреждения с требованием амнистировать взятые у банков уже потраченные кредиты. Чуроев, вероятно, надеется, что власти надавят на банки. На этот раз люди собрались у американского посольства. Сегодня мы требуем амнистии долгов, амнистии кредитов. Это наши требования сегодня. Мы не хотим, а мы требуем, потому что мы имеем на это право. О каком праве идет речь, Чуроев толком не говорит, но утверждает. Некоторые банки, финансируемые неправительственными организациями США, обманули своих клиентов, и таких клиентов по стране несколько тысяч. Эти банки, Байтушум, Компаньон и Финка, выдавали кредиты пенсионерам, 70-80-90-летним пенсионерам, выдавали инвалидам, заранее зная, что они не способны возвратить. Сами заемщики в надежде освободиться от долгового бремени с радостью выходят на любые пикеты. При этом многие в озвученных Кубаном Чуроевым банках кредиты вовсе не брали. Проценты слишком высокие у нас, 36% годовых. Я брала микрокредитная компания «Тулпар», частный банк, взяла, но никак не могу заплатить. В 2013 году я заложила дом и взяла кредит 500 тысяч сомов. Кредит должна была выплатить в течение 3 лет. За эти годы только процентов я должна была выплатить более 240 тысяч сомов. Платить я уже не могу. Я продала всю скотину. Между тем, Национальный банк озвучил свою информацию. Из 2000 поступивших заявлений у половины заемщиков нет проблем с погашением кредита.
трудности возникли только у 500 человек. У остальных дела рассматриваются в суде. Да и их, по всей вероятности, суд признает платежеспособными. Несмотря на статистику, правительство все-таки обещает помочь должникам. Для этого создана межведомственная комиссия, которая работает напрямую с заемщиками. Но ни о какой стопроцентной амнистии речи быть не может, предупреждают чиновники. В рамках данных комиссий определенная интенсивная работа проведена именно со стороны данных комиссий и коммерческих банков для того, чтобы в рамках закона, в рамках возможных в соответствии с законодательством рамок были все-таки предоставлены определенные льготы, определенные реструктуризация кредитов там, где это возможно. Да и большинство банков готовы рассмотреть обращение должников. Вот только заемщики должны приходить в офисы финансовых учреждений, а не на митинги, говорят банкиры. Я думаю, наши заемщики не дадут соврать. Мы лицом стоим к ним, к заемщикам, и готовы им оказать содействие. Многие эксперты считают, что в период сложной экономической ситуации брать кредиты под 30-40% годовых на свой страх и риск нецелесообразно. Вкупе с низкой финансовой грамотностью населения проблемы с заемщиками, прогнозируют эксперты, будут продолжаться и дальше. По всей вероятности, протестные движения тоже не прекратятся. Шавкат Тургаев, Азат Антымаков. Настоящее время. Бишкек, Кыргызстан. Казахстан открыл границу для кыргызских фермеров. Торговая война между двумя республиками, входящих в Евразийский экономический союз, продолжалась почти 2 месяца. В результате на границе скопились фуры с десятками тонн кыргызских овощей, которые начали гнить. Запрет на ввоз кыргызского картофеля из Кыргызстана был наложен 4 апреля. Министерство сельского хозяйства Казахстана заявило, что кыргызский картофель заражен золотистой нематодой, которая уничтожает растения и наносит вред полям. Однако в кыргызском Минсельхозе считают, что данный запрет был введен как способ защиты казахстанского рынка. Указание о снятии запрета поступило от президента Казахстана Нурсултана Назарбаева после заседания Высшего совета ЕАЭС, прошедшем 31 мая в Астане. Как заявили в администрации главы государства, с этой просьбой к Назарбаеву обратился лично президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев. Несмотря на то, что решение было принято на самом высоком уровне, казахстанские экономисты считают, что оно не будет долго действовать. В рамках евразийского пространства, как бы что ни говорил, на первую волну выходит именно решение политических вопросов, но никто не учитывает экономических проблем. Ни один из участников регаты совместно не готов к объединению экономически по-настоящему. Все экономики схожи, примерно одно и то же производим. Соответственно, конечно, столкновения будут, и торговая война, она была неизбежна. Такое же мнение высказывают и кыргызские экономисты. Они заявляют, что Казахстан может в любой момент использовать государственные механизмы вместо честной конкурентной борьбы. Это называется конкурентная борьба на уровне протекционирующих государств. Да? То есть эти государства управляют, процент вмешательства в экономику этих государств чрезвычайно высокий, а у нас низкий. Поэтому у нас конкурируют сельхозпроизводители, а у них конкурируют государственные чиновники, да, с нашими сельхозпроизводителями. Поэтому у них всегда остается множество инструментов и возможностей прикрыть пути поставок, либо уничтожить, изъять партии наших сельхозпроизводителей. Далее в программе. В Стамбуле акции протеста против признания Бундестагом геноцида армян. 400 человек вышли к зданию консульства Германии в костюмах османских воинов. Полиция перекрывает дороги и готовит водометы для разгона демонстрантов. Если посмотреть, что творил Гитлер в Германии, то мы ничего подобного и близко не совершали. Крупнейший мировой музей Лувр закрыт. Из-за многодневных ливневых дождей сотрудники опасаются за сохранность экспонатов и переносят их в безопасные места. Тем временем во Франции объявлен оранжевый уровень опасности. Но нам в Париже еще повезло по сравнению с другими регионами. Например, в департаменте Сена и Марна проблемы гораздо серьезнее. Жители российского Красноярска хоронят своих умерших питомцев по всему городу. Кладбища домашних животных появляются в городских парках, аллеях и во дворах жилых домов. Санэпидемиологи опасаются за экологическую обстановку. Может вызвать действительно катастрофу. Животные, они могут быть носителями очень опасных для людей заболеваний. В Стамбуле и Ереване бурно отреагировали на решение парламента Германии признать массовые убийства армян в Османской империи геноцидом. Несколько десятков протестующих забросали посольство Германии в Анкаре яйцами. Турецкая полиция пытается предотвратить другие нападения на здания немецких представительств.
Накануне у здания консульства Германии в Стамбуле прошла акция протеста. Около 400 человек вышли на улицы, некоторые были одеты в костюмы османских воинов. Полицейские перекрыли улицу, ведущую к консульству, и приготовили водометы для разгона демонстрантов. Решение Бундестага осудили и турецкие власти. Посол Турции в Германии был отозван для консультаций. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции заявил, что Стамбул должен принять меры. Резолюция, принятая немецким парламентом, серьезно повлияет на отношения между Турцией и Германией. По возвращению мы обсудим, какие шаги необходимо совершить, и сделаем их. Турецкий журналист и политолог Джингис Актар считает, что, несмотря на громкие заявления турецких политиков, решение Бундестага не повлияет на отношения двух стран. Я не думаю, что бойкот будет продолжаться. Самые важные вопросы – это визовая либерализация и соглашение по мигрантам. Все сейчас пытаются понять, повлияет ли резолюция на решение по этим вопросам. Но я не думаю, что повлияет. А вот что думают о признании геноцида армян на улицах Стамбула. Если посмотреть, что творил Гитлер в Германии, то мы ничего подобного и близко не совершали. Можно было бы сравнить, если бы мы устроили геноцид, но его не было. Никто, кроме историков, не должен обсуждать геноцид. Это не то, что можно решить в парламенте. В Ереване решение немецкого парламента признать массовое убийство армян геноцидом восприняли с радостью. Я очень рада, что Германия наконец-то приняла армянский геноцид. И я очень буду рада, если Америка последует примеру Германии. Это, скорее всего, большой моральный долг немецкого народа перед нами, поскольку в свое время немецкое правительство могло оказать какое-то воздействие на Турцию, когда совершался геноцид. По данным армянских историков, во время кровавых событий на территории современной Турции в 1915 году были убиты от 800 тысяч до 1,5 миллиона армян. Анкара признает, что многие армяне были уничтожены солдатами османской армии. Однако турецкие власти отрицают, что жертв было так много, и отказываются называть эти убийства геноцидом. Германия стала 30-й страной, признавшей, что массовые убийства столетней давности нужно называть геноцидом. В 26 департаментах Франции, в том числе и в Париже, объявлен оранжевый уровень опасности. Там в течение нескольких дней продолжаются сильнейшие проливные дожди. Такой погоды, по сведениям метеорологов, во Франции не было 1,5 века. Уровень воды в Сене может подняться на 6 метров и достигнет критической отметки. В качестве предосторожности были закрыты всемирно известные музеи Лувр и Орсе. Их сотрудники уже начали перенос экспонатов в безопасные места. Подробности в репортаже Рейтер. В пятницу власти Парижа закрыли Лувр для посещений. Произведения искусства начали эвакуировать, а работы из запасников и с нижних этажей поднимают на верхние. Всему виной растущий уровень воды в Сене. Он уже поднялся на 5 метров выше нормы. Рекордный в истории уровень Сены на 8,5 метров выше обычного был зафиксирован в 1910 году. Тогда Париж пострадал от разрушительного наводнения. К повторению такого сценария и готовились власти города. В марте они провели учения, разработав план действий на случай затопления Парижа и в том числе Лувра. На этой неделе, после нескольких дней непрекращающихся ливней, в Париже объявили оранжевый уровень угрозы наводнений. С четверга закрыта и одна из линий столичного метро. То, что происходит в Париже, просто удивительно. Очень необычно видеть привычные места, погруженные в воду. Да, это впечатляет, но нам в Париже еще повезло по сравнению с другими регионами. Например, в департаменте Сена и Марна проблемы гораздо серьезнее. Президент Франции Франсуа Олланд ввел в наиболее пострадавших регионах чрезвычайное положение и пообещал помочь местным властям. Украинские ученые выходят на акции протеста. Они заявляют, что им приходится работать на старом изношенном оборудовании за мизерные зарплаты. Украина, которая имела огромный научный потенциал в советское время, теперь его теряет. Власти страны выделяют в 4 раза меньше денег из бюджета, чем требуется ученым. С подробностями Всеволод Ананьев. Оптика вообще-то здесь хорошая, но из-за того, что он уже старый, тут не очень хорошее поле. Желтый свет, и он мешает. Ведущий инженер Одесского института морской биологии на стареньком микроскопе пытается изучить структуру вещества. Работать на устаревшем и изношенном оборудовании неудобно, но другого в распоряжении ученых нет. Такая ситуация во всех государственных институтах Украины. У нас маленькая заработная плата. Из-за этого, конечно, многие молодые ученые, они уезжают за границу, работают там по контракту.
Чтобы выжить, приходится подрабатывать на стороне. Коммерческой деятельностью, не связанной с наукой, ученым заниматься запрещено. Конечно, такие вынужденные подработки ученых, поиск заработка на стороне, никак не приветствуются по основному месту работы. Более того, это может вызвать даже у них определенные неприятности, вплоть до увольнения. Но, увы, такая неизбежность существует. Другой выход – работа на частный бизнес или поиск международных грантов. Но этот путь открыт лишь для быстро окупающихся изобретений. Главной проблемой украинские ученые считают не зарплаты, а свою материально-техническую базу. Уровень научных исследований не может быть таким высоким, как в европейских странах, как в Америке, как в Японии. У нас для того, чтобы поставить определенный эксперимент, для начала нужно произвести серию подготовительных, причем подготовительных не конкретно, а синтезировать, допустим, какие-то исходные вещества, да, то есть, да, которые мы не можем позволить себе купить. На развитие украинской науки в бюджете текущего года не предусмотрено и 0,5% от ВВП. Ученые жалуются. Это самые низкие показатели за всю историю Украины. На момент развала Советского Союза то считался самый высокий академический потенциал научный именно в Украине. Во многих институтах уже перешли на неполную неделю. Готовятся к сокращениям. Ученые убеждены, ситуация близка к тому, что страна окажется на интеллектуальной обочине. Всеволод Ананин, в настоящее время, Одесса. В Красноярске разрастаются кладбища домашних животных. Такие погосты есть практически в каждом районе города, и абсолютно все они незаконны. Ветеринары предостерегают, что несанкционированные кладбища крайне опасны, но жители продолжают хоронить любимых кошек и собак на аллеях, в парках и во дворах жилых домов. Памятники большие и малые, из металла и гранитные. На первый взгляд это самый обычный погост. Однако вместо фамилий и имен на надгробиях клички. Это самое известное и помпезное в Красноярске кладбище домашних животных. В последний путь своих питомцев многие хозяева провожают с размахом, не жалея средств. Так, стоимость некоторых памятников на кладбище достигает нескольких тысяч рублей, но есть при этом варианты и подешевле. Например, деревянные кресты. Но что православному хорошо, для животного все-таки нежелательно, настаивают священнослужители. При этом хозяевам Мурзиков и Шариков представители церкви, конечно, сочувствуют. Лично для меня это нерешенный вопрос внутреннего характера. Очень часто это переживание от того, что есть какой-то страх. Страх того, что когда-то я тоже уйду. Экологов же заботит отнюдь не религиозная сторона вопроса. Сегодня в Красноярске несколько кладбищ домашних животных, и все они, без исключения, несанкционированные. Одним из самых опасных считается погост с роскошным видом на Енисей. Как правило, владельцы кошек и собак хоронят своих питомцев на небольшую глубину. Любой дождь захоронение размывает, и все эти потоки устремляются в реку. Это может вызвать действительно катастрофу. Почему? Потому что животные погибают, умирают они по разным причинам. И они могут быть носителями очень опасных для людей заболеваний. В частности, чума. Согласно действующему законодательству, хоронить кошек и собак в черте населенных пунктов строго запрещено. Однако кто должен разыскивать нарушителей и оплачивать ликвидацию стихийных кладбищ, в законе не упоминается. Самое простое, конечно, взять эти все памятники, кресты, оградки и вывести их. Но это не решит проблему самого земельного участка. Это не решит даже проблему того, что завтра они не появятся снова. Спасти ситуацию могло бы официальное кладбище. Потенциальных инвесторов, правда, отпугивает стоимость проекта, которая исчисляется миллионами рублей. Вот и получается, что животных хоронят, пусть и незаконно, зато бесплатно. Марина Мышко, Сергей Чудинов. Настоящее время. Красноярск. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте currenttime.tv. Мы благодарим вас за внимание и прощаемся с вами до следующей недели. Всего доброго.